31 марта средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,91 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,14 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 11,90 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,91-36 до 10,94 сомони, 1 евро от 11,90-35 до 12 сомони, 1 российский рубль от 0,1415 до 0,1445 сомони. Мировые цены на нефть в пятницу утром умеренно снижаются. Инвесторы ждут данных из США, которые могут прояснить темпы инфляции, а значит повлиять на дальнейшую монетарную политику. Цена на нефть марки Brent составила $78.22 за баррель, марки ВТИ $74.13 за баррель. Стоимость золота в последний день квартала почти не меняется, оставаясь чуть ниже круглой отметки в $2000 за тройскую унцию, в то время как инвесторы для подсказок о дальнейших действиях в том числе ожидают выхода макроэкономических данных в США. Правительство Таджикистана поручило соответствующим министерствам ускорить процесс налаживания производства электрического транспорта внутри страны. Также поручается принять необходимые меры по широкому использованию электротранспорта в качестве общественного транспорта и запуску инфраструктуры для электротранспорта. Министерство промышленности и новых технологий совместно с Министерством транспорта постановлением правительства, которое опубликовано на портале правовой информации Минюста, обязуется выполнять эти поручения до конца текущего года. В конце минувшего года правительство приняло программу развития электротранспорта в Республике Таджикистан на 2023-2028 годы, в котором говорится, что рынок электротранспорта в республике находится на этапе формирования. Его развитие оценивалось слабым. Основной причиной неразвития рынка электротранспорта в Республике Таджикистан является высокая стоимость электромобилей, отсутствие пунктов зарядки, технического обслуживания и отсутствие стимулирующих мер, отмечают авторы программы. При этом подчеркивается, что Таджикистан обладает огромным потенциалом возобновляемых источников энергии, являющимися привлекательными с точки зрения экологичности и экономии топлива для развития парка электромобилей. На финансирование программы планируется направить около 230 миллионов сомони. В частности, 1,4 миллиона сомони за счет бюджетных средств, 6,2 миллиона сомони за счет средств партнеров по развитию и более 221 миллиона сомони за счет частного сектора. Президент Эмомали Рахмон вчера заложил фундамент строительства второй очереди металлургического предприятия по производству свинца, серебра и меди в городе Истиклол стоимостью в $50 миллионов. Об этом сообщает пресс-служба президента. Строительство объекта будет осуществляться со стороны ООО «Ширкати Кухи Санавати Таджикистан Чин. Строительство планируют завершить до конца 2024 года. Под строительство основного корпуса планируют выделить 30 гектаров земли. Вышеназванная компания планирует инвестировать $400 миллионов в реализацию различных проектов в стране в течение 2023-2026 годов и увеличить число работников во всех соответствующих сферах до 5000 человек, отмечается в сообщении. Было отмечено, что строительство металлургического предприятия в таджикско-китайской промышленной зоне в Истиклоле считается серьезным шагом на пути к ускоренной индустриализации страны. Министерство сельского хозяйства Казахстана планирует ввести запрет сроком на полгода на ввоз в республику пшеницы автомобильным транспортом. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства. Министерство сельского хозяйства инициировало введение запрета на ввоз пшеницы на территорию Казахстана автомобильным транспортом сроком на 6 месяцев, за исключением семенной пшеницы. Проект соответствующего нормативно-правового акта находится на публичном обсуждении. Решение было продиктовано текущей ситуацией на казахстанском рынке зерна и муки, который последние несколько лет страдает из-за нелегального ввоза пшеницы, говорится в сообщении. По данным отраслевых ассоциаций, которые приводит пресс-служба, объемы так называемого серого импорта пшеницы достигают 1,5–2 миллиона тонн в год, а общий ущерб государству ежегодно оценивается в размере $500 миллионов.
Значительная доля контрабандного зерна импортируется автотранспортом. Завезенная пшеница без уплаты НДС оформляется на крестьянские хозяйства и в виде скрытого реэкспорта без уплаты транзитного тарифа направляется в Афганистан и страны Центральной Азии. При этом на внутреннем рынке наблюдается падение цен. По информации Минсельхоза, по итогам прошлого года в Казахстане был собран один из самых высоких урожаев за последние 10 лет. В Узбекистане планируют отменить уголовную ответственность за нарушение правил торговли. Соответствующий проект закона выставлен на общественное обсуждение, сообщает подробно.уз. В августе прошлого года о необходимости решения этого вопроса на встрече с предпринимателями заявил Шавкат Мирзиёев. По словам президента, проблема вот уже 30 лет беспокоящая предпринимателей, действующих в сфере торговли, будет устранена. Речь идет об уголовной ответственности за нарушение правил торговли. В отношении субъектов малого бизнеса, допустивших ошибку в первый раз, меры наказания применяться не будут. Вместо этого будет внедрена система, при которой налоговые органы будут помогать устранять недостатки. При этом размер штрафов также не должен превышать сумму налогов, уплачиваемых предпринимателями, отметил тогда президент. В настоящее время за нарушение правил торговли в отношении виновного налагаются административные меры взыскания, финансовые санкции налогового кодекса и другие штрафы на основании подзаконных актов. Кроме того, он привлекается к уголовной ответственности.